Эта знакомая мелодия вошла в первый сборник нот якутских песен в 1927 году. Сборник вышел благодаря самоотверженной работе самодеятельного композитора Адама Васильевича Скрябина. Первым быть всегда трудно, особенно когда в обществе происходят большие перемены. Жизнь Адама Скрябина сложилась так же, как и многие судьбы первой якутской интеллигенции. Восторженно, вдохновенно, но трагично. Долгое время имя композитора не вспоминали, но песни, оставленные им, не ушли в забвение. Весной 1896 года в Срединном мире родился человек, которому суждено было стать одним из первых основоположников развития якутской музыкальной культуры первой половины XX века. В нашем архиве на хранении находится ряд интересных документов. В первую очередь это метрическая запись книги Якутской Богородицкой церкви, запись о рождении сына Адама в семье якутского крестьянина Василия Скрябина и его жены от 18 мая 1996 года. Так как у нас расхождение старым и новым стилем 12 дней составляет, значит он родился 30 мая по новому стилю. Мать у него из немюгенцев, Хангаласский улус, отец из Жемкона. Но она рано овдовела, переехала в Якутск. Зажиточные были, и она тут залогом начала строить. И была крупным домовладелицей. Они все вместе жили в Залогом. 2 дома было на Чупалова 4. В одном жила дочь Евдокия, ну, в смысле, сестра старшая. В одном доме, а в другом доме она с сыном. В свое время добротно построенные дома сегодня доживают свой век. Здесь каждый двор дышит историей. Чудом сохранился дом, где вырос Адам Скрябин. За этими окнами протекала жизнь, полная вдохновения. Адам Скрябин Адам с детства играл на всем, что попадется под руку. На балалайке, мандолине, на скрипке. Он ремонтировал инструменты, пришедшие в негодность. Сам мастерил кырымпу из дерева, натягивал струны из лошадиной гривы и целыми днями с утра до вечера играл. Матери это занятие было не по душе, и частенько, рассердившись, она ломала инструменты, порой даже сжигала. Видимо, мать была очень властной женщиной, хотя сама обладала прекрасным меццо-сопрано, и когда у нее было хорошее настроение, напевала под его музыкальное сопровождение. Однажды Адам объявил матери протест. «Если будешь продолжать сжигать мою кырымпу, то я больше никогда не прикоснусь ни к одному инструменту». Прошла неделя, и мать не выдержала, спросила сына: «Почему не играешь?» Рассказывает, что с тех пор они стали вместе петь и музицировать. Александра Игнатьевна, думая о будущем сына, понимала, что он должен стать образованным человеком. В своей автобиографии Адам Васильевич писал: «Первое образование я получил у ссыльно-политического Ионова, учился 2 года. После школы Ионова поступил в Якутскую духовную семинарию, окончил 4 класса училища.
Он учился с 1909 по 1913 год, и здесь вот отмечены все его достижения в учебе, какие-то успехи, как он поведение отмечается, предметы, где-то хорошо учился, где-то плохо. По этой дороге Адам добирался до места учебы. Сейчас это перекресток с улицы Чапалова на Чернышевскую. Отсюда рукой подать до комплекса Богородицкой церкви и Якутской духовной семинарии. Здесь прошло становление будущего хормейстера и композитора. Уроки музыки, концерты общества любителей церковного пения еще больше пробуждали интерес к музыкальному искусству, ведь в репертуаре архиерейского хора были и произведения Бетховена, Чайковского, Глинки. Якутский народ до прихода русского населения, церковных обрядов, православия мыслил одноголосно. Ну да, мы исполняем наш фольклорный танец Ахохай, но он исполняется как бы в системе монодийного мышления, идут подголоски, но это не как у грузин, это не как вот в русском многоголосии подголосочном. Вот его имя, да, Адам, вот первый человек, который смог открыть дверь для якутской музыки вот в российском международном музыкальном пространстве. Музыка всюду сопровождала Адама Скрябина. Ни один праздник, будь то семейное торжество, свадьба или концерт, не обходились без его участия. В этих мероприятиях он выступал не только как артист, но и как организатор художественной самодеятельности. Но Александра Игнатьевна, матушка Адама, по-другому представляла будущее сына и всячески пыталась отвлечь его от музыкального поприща. Устраивала учеником в торговую фирму, а когда поняла, что ее хлопоты напрасны, решила изменить его жизнь другим способом. По воле матери в 18 лет он женился на Агриппине Шадриной, девушке из обеспеченной и уважаемой семьи из западно-кангаласского улуса. Глава семейства Иван Петрович Шадрин был одним из потомков прародителя Эляя. Пользуясь авторитетом и деловыми качествами, не раз становился делегатом и участником различных жизненно важных съездов. Вместе с женой Александрой Николаевной они воспитывали 4 детей. Адам, женившись на их единственной дочери Агриппине, оказался в обществе известных и влиятельных семей того времени. Отец Агриппины оказался человеком на редкость музыкальным, способным играть на разных инструментах. Увлечение музыкой со временем переросло в творческое сотрудничество. Таким образом, на слова своего тестя Ивана Петровича Адам Скрябин сочинил несколько песен, которые, как говорится, пошли в народ. Это было время расцвета целой плеяды интеллигенции. Адам Скрябин, анимпадист Сафронов, Новгородов, Ксенофонтов, Широких и другие. И это же время было способно человека уничтожить, исцелить и обтесать. Но его образ безупречен. Он всем своим видом показывает романтически настроенного человека, живущего только музыкой, как будто все остальное для него не столь значимо и важно. В предреволюционное время в жизни Адама Скрябина произошло еще одно важное событие. Он познакомился с поэтом и драматургом-анимпадистом Сафроновым Алампа. С этого момента музыкант становится членом культурно-просветительского общества Саха-Аймах. Именно здесь он находит единомышленников и поддержку для развития национальной музыки.
В 1917 году, 31 декабря, на вечере, устроенном обществом Саха-Айма, впервые был исполнен в хоровом исполнении под руководством Адама Скрябина 2 песни на стихи анимпадиста Сафронова. Это «Тыгын Кырджагас» и «Саргалардах Сахаларбын». Вот с их тандема, можно сказать, пошла в народ массовая песня. Новый музыкальный язык, он создается не на пустом месте. У каждого народа это прежде всего собственный фольклор, народная культура, собственные музыкальные впечатления. И Адам Скрябин прекрасно понимал, что он должен обрабатывать, перерабатывать народную музыку и вносить ее в новом качестве, доносить широкому населению. Они дружили и понимали друг друга, потому что оба были такие творческие люди, можно сказать, до кончика ногтей, поэтому они очень хорошо понимали друг друга. Адам Васильевич Скрябин был моложе анимпадиста Вани Сафронова на 10 лет. Конечно, признавая талант анимпадиста Сафронова, он всегда преклонялся и внимал всегда его советам. Пользовались в народе большим уважением, также они пользовались уважением и авторитетом среди руководства нашей республики, потому что в архиве хранится, в Национальном архиве хранится документ, предписание председателя Губревкома Степана Аржакова о выдаче продовольствия Адаму Скрябину и анимпадисту Сафронову как единственным руководителем. Там уточнено: 1 национального хора, 2 национального театра. Он является не только собирателем, но и единственным, потому что он еще перевел на ноты. Тогда нотной записи вашей у нас не было. И вообще тогда и музыкальных школ, и других музыкальных мастерских в 20-е годы создавались в Якутске, самом Якутске, но они долго не проработали, всего полгода, закрывались. Адам Васильевич Скрябин работал в общеобразовательных школах. В 20-е, 23-е, 24-е годы работал в Якутской национальной военной школе, песни преподавал и организовал впервые Якутский духовой оркестр, руководил духовым оркестром. И кроме того, он является первым хормейстером Якутии. Сама система истребовала, это было веление времени, потому что мышление было коллективное, нужно было обязательно, чтобы был коллектив, а проще, чем исполнить голосом, это самый основной инструмент музыкальный человеческий, это его голос. А когда собираются все вместе и вместе исполняют, творят, и хоровое искусство, оно именно замечательно тем, что все вместе одновременно могут постулировать какие-то идеи, убеждения, которые выражаются в словах, и не подкрепляются народными интонациями, положенные на современную многоголосную систему, которая именно возникла в такой активной форме. Песенная культура массовая, советская, социалистическая, российская, стала внедряться именно после революции. И его большая заслуга и миссия в том, что он это все впервые взял, обработал, изложил. Он понимал, что коллектив, который он возглавил, должен исполнять на якутском языке обработку якутских песен.
Тыгын кыржаға сағаттан тымыр сыжан тылламмыт, тырыт тыбат жылғалақ, тыйыз сақа атыран, тыллан өскен ihegin. Вот 7 ноября 1920 года было создано общество Саха-Омук. Первым выступил по организации нового общества, конечно, от имени руководства Непадис Иванович Сафронов. И сразу после него выступил хор, также под руководством Адама Скрябина. Они исполнили якутский национальный гимн. Но думается, что это все-таки была песня Саха-Ырыата, которая начинается «Дыгын кырджага сагатта». Эти поэтические строки позже для Алампы окажутся роковыми. Гражданскую войну, не знаю, как сейчас повстанцы, а в то время белогвардейцы, бандиты, говорили, да, в советское время. Они исполняли эту песню, когда они заседали, они с большим воодушевлением, они же все-таки за свой народ тоже были, да, и поэтому эта песня стала считаться белогвардейской песней, бандиттар ырылары, песня белобандита. Поэтому как-то тоже песня тоже была, можно сказать, репрессирована. И поэтому на мелодию переложили стихи Константина Сокольникова. А Сокольников, как известно, был Сальери Непадиса Сафронова. Песня Саха-Ырыата получила новое название «Песня рабочего», а также песня «Овеянный счастьем якут» прозвучали в 1923 году в Москве в стенах Большого театра на Вечере народностей, когда якутская делегация принимала участие в первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Выставка имела широкий резонанс. На Воробьевых горах в рекордные сроки был выстроен целый комплекс из 255 построек. Среди них был выделен павильон и для Якутской автономной республики. Скрябин отвечал за организацию культурной программы. И, понимая значимость этого мероприятия, на руках имел сопроводительное письмо от председателя общества Саха-Омук Василия Никаноровича Леонтьева с обращением к музыкальному сообществу Москвы о содействии в прослушивании якутских напевов и песен, а также их публикации. Удача улыбнулась, когда якутский павильон посетили знаменитая оперная певица Антонина Нежданова и руководители Большого театра. Прочитав письмо Леонтьева, они посоветовали обратиться к директору Государственного института музыкальной науки. Меня встретили и провели в комнату, где стояли физгармония, рояль, пианино и фонограф. К этому времени собралось 13 человек, из них 6 профессоров, 5 из Большого театра и 2 преподавателя. Без остановки я спел перед фонографом 3 своих песни. Песня автономии, затем песня рабочего и 3 «Үрүн туллук курдугду». Тогда они для дальнейшей работы со мной выбрали фольклориста Гусобродского. В течение 14 дней я ходил к нему и напевал все наши якутские напевы, которые он записывал на ноты. Обещал напечатать на гектографе и отправить в Якутск. К сожалению, первая попытка напечатать сборник нот якутских песен оказалась безрезультатной. Не случайно в звуках кырымпы музыканта много грусти и печали.
Да и в семейной жизни Адам и Агриппина Скрябины пережили немало испытаний. Они потеряли 3 рожденных детей. В живых осталась лишь 4-я дочь, Евдокия. Возможно, в минуты скорби музыка была спасением, чтобы не пасть духом, а в минуты радости окрыляла, чтобы продолжить путь к заветной цели. Специально его командировали в Москву в 1925 году, и там он встречался с выдающимся музыкантом, композитором, инструментоведом Дмитрием Романовичем Аргаль-Левицким. Народный комиссариат просвещения Якутии нашел необходимым командировать в Москву одного из наиболее деятельных музыкантов для получения соответствующего музыкального образования. Миссия эта выпала на долю Адама Васильевича Скрябина, который по приезде в Москву стал слушателем специальной теории нашего класса. Потом в 1927 году, когда он уже учился на 2-м курсе, занялся этим делом. Что он хотел перевести на грампластинку, потому что мне это очень понравилось, когда он в студии был, граммофонной записи. Понравился, хотел, но не было денег. Поэтому они, так сказать, в бумажном варианте выпустили, но там было очень мощное заседание, оказывается. Все наши известные люди, Донской, Семен Николаевич II, скажем, Винокуров Иван Николаевич, Аимпаис Иванович Сафронов, Николай Егорович Афанасьев. В общем, очень много было известных, влиятельных людей. Они боролись вот как раз с московской диаспорой композиторов. Хотели просто-напросто выпустить в очень простом, так сказать, варианте. Они все-таки настояли, и вышло как хотели. Я написал все-таки для подтверждения вот этого сборника, написал 12 якутских народных песен, взятого 12 этого сборника, парафраз для фортепиано. Что такое парафраз? Это один из видов обработки народных песен именно в виртуозном исполнении. Вот потому я передаю интонационную сферу и звукоидеал именно профессиональной точки зрения вариационной формы. Это считается основой, это настольная книга любого музыканта. Люди говорят, что всего 3 ноты, что там смотреть. И о 3 нотах, что иногда микротона здесь есть. Я со всей убежденностью считаю, что если бы не было вот Адама Скрябина, то последующих имен вот хормейстеров, как Корнилов, как Баишева, как композитор Мажирков, они просто были бы немыслимы, потому что открыл двери вот в профессиональную музыкальную культуру, прежде всего, Адам Скрябин. Главная мечта Адама Васильевича Скрябина сбылась. Народные напевы, собранные им, песни, которые он создал в соавторстве с разными поэтами, обрели полноценную музыкальную форму.
И казалось, что вот он закончит Московскую консерваторию и ему быть первым профессиональным композитором Якутии. Но палитра жизни Адама Скрябина от него уже не зависела.